На лесной поляне где-то в глубине южного штата Джорджия вооруженные люди, называющие себя отрядом безопасности 3%, проводят боевые стрельбы. Лесные учения превращаются в импровизированный митинг в поддержку Дональда Трампа, когда к собравшимся обращается юрист Крис Хилл, известный здесь под позывным «Агент крови». Кто здесь собирается голосовать за Трампа? Ура! Эти люди утверждают, что не будут стрелять первыми, но и оставлять оружие дома они не намерены. Вооруженных ополченцев вроде Хилла воодушевили обещания кандидата от республиканцев депортировать нелегальных мигрантов, запретить мусульманам въезд в страну и построить стену на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что результаты выборов будут подтасованы, и пригрозил не признавать их, если выиграет не он. Как минимум, одна из вооруженных групп, называющая себя «Хранители клятвы», призвала своих членов установить наблюдение за избирательными участками, чтобы выявлять подтасовки. Вооруженные отряды впервые появились на первых полосах газет в начале 90-х на волне конфронтации в городах Руби-Ридж, штат Айдахо, и Уэйко, штат Техас. Апофеозом тех событий стал взрыв федерального здания в Оклахома-Сити в 1995 году, организованный сторонниками ополченцев и унесший жизни 168 человек. После терактов число вооруженных формирований значительно сократилось, но в последние годы снова стало увеличиваться с ростом опасений, что администрация Обамы покушается на права владельцев оружия и полномочия местных властей. Пока конфронтация таких групп с властями возникла в основном вокруг споров об использовании земель в западных штатах. Однако после недавнего освобождения из тюрьмы 7 ополченцев, арестованных в начале года в Орегоне, федеральные власти опасаются новых стычек, только теперь уже на почве политических разногласий. Многие консервативно настроенные жители американской глубинки обеспокоены тем, что Хиллари Клинтон утащит страну еще дальше влево. Если победит Хиллари, у нас появится множество проблем, особенно что касается права на ношение оружия. У меня такое ощущение, что при ней мы скоро вообще не сможем взять в руки оружие. С Трампом может возникнуть другая проблема. Он может взбаламутить общество, и начнутся бунты и хаос. В часе езды от Атланты отряд безопасности 3% упражняется в стрельбе из различных видов оружия, от пистолетов до автоматических винтовок. Название группы — это отсылка к историческому утверждению о том, что во время войны за независимость всего лишь 3% от всего американского населения участвовали в боевых действиях против британцев. Учения учениями, но Крис Хилл не исключает вероятность марша на Вашингтон в случае победы Клинтон. Прежде всего для защиты протестующих, которой, как он уверен, будет немало. Если Хиллари отдаст приказ разоружить их. Если потребуется, я готов выполнить приказ нашего командира. Мы готовы к любому развитию событий. Путин, например, уже пригрозил начать ядерную войну против Америки, если Хиллари Клинтон победит на выборах. На фоне риторики Трампа многие экстремисты стали более открыто высказываться о сопротивлении законным властям. До нынешней избирательной кампании подобные идеи звучали где-то на задворках политических дискуссий. Сейчас же они преподносятся как вполне легитимные. В течение последних недель из лагеря Трампа все чаще слышатся намеки на насильственный сценарий. Так, бывший конгрессмен из штата Иллинойс Джо Уолш написал в своем твиттере: «Если Трамп проиграет, я возьмусь за мушкет». А консервативный комментатор Уэйн Рут, выступая в воскресенье на митинге в Лас-Вегасе, позволил себе пофантазировать на тему смерти Клинтон. За 5 дней до выборов президента США их результат как никогда непредсказуем.